Мяса в куриных крыльях немного, но они прекрасно годятся для самых разнокалиберных кулинарных опытов. Ну, во-первых, из них получается совершенно фантастический бульон, если их предварительно запечь в духовке с небольшим количеством растительного масла. Во-вторых, они замечательная составная часть всевозможных рагу. Ну и есть, конечно, самое знаменитое блюдо, в основе которого лежат куриные крылья. Это, собственно, куриные крылья. Часто к ним добавляют географическое наименование «Баффало», название маленького ресторанчика, в котором их вроде бы 100 лет почти назад изобрели. Острые куриные крылья, сначала зажаренные в горячем кипящем масле, а потом обжаренные еще раз в остром соусе. Так, для того, чтобы сделать крылья «Баффало», именно этим мы сейчас и займемся. Куриное крыло, как правило, оно продается вот так вот целиком. Надо немного поменять в конфигурации. Во-первых, избавиться от кончиков. Во-вторых, тоже для удобства последующего поедания разделить мясистые части крыла на отдельные фаланги. Так, в глубокой сковороде дальше нужно раскалить рафинированное растительное масло. Довольно значительное количество. Фокус тут то, чтобы куриное крыло обжаривалось практически со всех сторон. Вы можете делать это, конечно, во фритюре, то есть в глубоком жире. Ну, в общем, вполне достаточно, примерно сантиметра глубины. Куриное крыло вполне в этом количестве масла утонет. И жарим до готовности. Практически до готовности. Это примерно 2-3, может быть 4 минуты. Так, готовые куриные крылья надо избавить от лишнего жира при помощи бумажного полотенца. Сковородку с маслом сдвигаем с огня, даем маслу остыть, его можно процедить и использовать еще многократно. Так, снова у нас появляется сковородка. Классический американский рецепт требует маргарина. И добавляем маргарину любой нравящийся вам острый соус. Еще капельку соли. Берем наши крылья. И обжариваем в острой глазури. Сдвигаем в сторону и делаем классический соус дополнения к острым крыльям. Майонез, немного голубого сыра, простая смесь и стебли сельдерея, нарезанные толстой соломкой. Помните, что главным показателем качества этих дьявольских крыльев является хрустящая, при этом точно глазурированная кожица и нежное мясо внутри. Дерзайте.